вечер. Сейчас у нас будет презентация бизнес-идей. Презентация бизнес-идей, которые практически со всего Иссык-Куля, но в большей степени с Каракола здесь оказались. Будут выступать 13 команд вокруг разных бизнес-идей, которые представлены здесь. У нас есть члены жюри. Компетентные члены жюри должны будут оценивать согласно критериям. Критериями являются реалистичность, сама презентация, а также бизнес-модель, которую вы предлагаете. Эти моменты будут основными в оценке жюри. Вот, например, бизнес-модель, четкое определение вашей целевой аудитории. Это они будут ставить от 1 до 10 баллов. Исполнение, реалистичность от 1 до 10 баллов жюри будут ставить. И презентация, то, как вы смогли донести свою мысль, свой бизнес-проект, будет получать от 1 до 5 баллов, соответственно. С нами члены жюри. Это Азамат Аттокуров, исполнительный директор Института консультантов по менеджменту и генеральный директор компании Тестелеком. С нами Исаев Саламат, он является менеджером филиала микрофинансовой компании «Компаньон» в Караколе. Также Кульчоро Бектенов, он является частным предпринимателем. Сагымбекова Чинара Касымовна, руководитель известного бизнеса в Караколе Green Yard. Гильяна Уланова, ментор Startup Invest. А также Чингис Абдыкасымов, ментор студия «Мозгами». Там, где работает мозгами. Первая команда птицеводства. У вас 5 минут. Добрый вечер. Наша идея была это золотое яйцо золотого источника. Цель этого нашей идеи – это открыть собственный бизнес по производству яиц от 600 голов. В это 600 голов входит 3 хозяйства по 200 голов. Видение – это в будущем увидеть наше предприятие по производству яиц в региональном масштабе. Ценности нашего продукта – это экологически чистый продукт, ценности. Есть у нас материально-техническая база, потребительский спрос и востребованный продукт. Миссия – это круглый год к столу экологически чистый продукт «Золотое яйцо». Стратегия планирования – это заключение договоров с потребителями. Задача – купить 600 кур несушек компании «Оазис Агро» по цене 250 сомов. Мы договор уже составили 26 февраля 2014 года. Также укрепим устойчивое, дееспособное, рентабельное хозяйство и дополнительный доход для семьи. Это все наши задачи. Потребительский сегмент – это пансионаты, дома отдыха, инвалидные дома, детские дома, кафе, рестораны в городе Каракол и Чолпан-Ата. Но риск у нас в птицефабриках «Шумкар», расположенные на территории Иссык-Кульской области, города Рыбачи. Реализация продукции будет брендовой у нас. Золотое яйцо золотого родника. Прайс-листы будут, буклеты, визитки, рекламный щит, распространение информации через телевидение, радио, интернет. Дальше у нас идет сегментация продаж по сезонам. Это мы только взяли Иссык-Кульского. Так как мы приехали с разных районов, да, Иссык-Кульской области, вот я, например, приехал с Иссык-Кульского района, и где представитель с Аксуйского района и еще одна девушка с Тюбского района. Это вот, например, сегментация по сезонам года, это по Иссык-Кульскому району, да? То есть весной мы будем продавать вот 3 у нас как бы точки сбыта, 4 сбыта: санаторий, детский сад, кондитерский, как вы уже видите, да? И мы делили по процентам. Вот, например, если 100% взять, то 22% весной мы будем поставлять санаториям и так далее. Мы уже купили клетки для кур-несушек, составляет примерно 20 тысяч сомов куры-несушки, которая запрашиваемая сумма. Это
пример одного хозяйства, да, которое будет содержать 200 голов кур-несушек. Дальше курятник это, да, это собственный вклад, составляет 100 тысяч сомов. И всего, как вы же здесь видите, 170,5 тысяч сомов. И так далее. Доходы мы посчитали вот в год, как уже раньше было указано, 64 800 штук. Цена за яйцо 7 сомов. Остальное вы можете увидеть, мы сейчас распечатаем и вам раздам. Спасибо большое. Сейчас мы перейдем к вопросам от жюри. На вопросы и ответы 5 минут. У вас уже есть опыт, да? Да, есть. У нас сертификаты есть. И мы уже опыт есть. Да. Брали. До этого мы обучались специально, есть ОСО в Бишкеке, Оазис Агро, мы там обучались, у нас есть сертификаты. Во время обучения нам показывали, как ведется вообще Работа. деятельность производства яиц, да? Как происходит как бы, мероприятие, как это надо, Кормление. микроклимат, содержание и так далее, кормление. Мы уже все знаем, даже у нас есть эти сертификаты, всех троих. И вот, например, рыбачья поставка птицефабрики очень мелкая, видите? Нет, у них это самая низкая цена. Ага, У них ну, есть 7 сомов 3 вида яиц. Это А самая это низкая. вот, А почему вы спалочки не взяли самый большой? самый большой мы сегодня я искала, бегала, здесь нигде Есть нет. самый большой тоже. Но они сюда, наверное, не едут. Вот они такие себе. Но получается, Кальция. если по вкусу и по составу, все равно по сравнению с домашним, да, остается, да. Да, у нас чисто экологический будет. Стробопар. Да. Потому что у нас вода чистая, и экологически чистый продукт. Korkularım olup kaldı. Öteki bir grubu 100 gram dengetten bir toka 120 грамм bir topa da. Bir topa уже расчет полный. film ikisinden sonra ağzına koyup koymalı. Ben özüm spesialistiyim de şu an. Yani o şu hormonların kalitesi vasıtasıyla demesin. Size korkuları zehirlemekleri koysanlar bu film ikisi olmayınca kiletlere tutamıyor. Öyle şey. Тура айтасыз, рахмат. Демеде Оазис Агро деген ошол ОСОдо, ошол окутат дагы, ошол фирма сразу эле ошол кормоо менен обеспечивать этет да, ошол окугандарды. Анан биз ошолордун данныйларын алып алып, аларда ошол 1 килограмм тоюту 28 сом турат. Бүт даяр, аякта бүт эме комплекс менен даярдалган. Анан ошолордун окусу боюнча бир тоок күнүнө 90 граммдан 150 граммга чейин жейт да. Анан биз ошонун среднийин алганбыз, 120дан. Негізі мен бұл имаж істеген де сол 120 граммға несушкаға аздық қылады да. Егер сіздер маланьяктан өстірсеңер, Без молодняка настроена. маланьяктан өстірсеңер можно. Сразу даяр несушка алсаңар Жоқ, бізде звичайно бағатас, ошончо баловый доход здесь указано надо. Звичайно нала, звичайно бағасы, көзі башка. Қайсы парода? Несушка. Пароданы Хайлайн деген пароданы поставлять этишет, анан корам деген. Бізде алады. Корам деген ак, бетинси күрөк да. Балықшылық қайсы парода? Балчылыкы жанагы бети. Родонит менен Сіздер бір жылға қанша, бір тоққа қанша жұмыртқа есеп қыласыңыз? 270 деп средний алып атабыз. Біз 600 толға алғанда ошо 70%. Жылына. Он ай берет да примерно. Кейинки топ IT-парк. Мы приглашаем IT-парк выступить и рассказать нам всем, что вы предлагаете. Кто из вас выступает? Сперва гамма. Вот это обязательно. 5 минут, пошло. Так, я хотела всех поприветствовать. Здравствуйте. Наш проект называется IT-парк «Каракол». Основной миссией нашего проекта является это объединение всех IT-специалистов под одной крышей. Ни для кого не секрет, все работают индивидуально, каждый сам за себя. Дальше. Развить IT-отрасль в нашем Кыргызстане. Дальше идет развитие Кыргызстана через сферу IT. Это самая прибыльная специализация, самая прибыльная ниша в наше время сейчас. Можно следующее? Наши планы, дальше видение нашего проекта – это
можно сказать, прототип Силиконовой долине, именно в Караколе, в Кыргызстане. Так, дальше. Почему именно специалисты, как мы их завлечем к себе? Это, во-первых, дом для IT-специалистов, сам такой вот проект у нас. Потом информационная площадка, нахождение партнеров, то есть люди будут уже готовым заказом приходить. Дальше, расширение возможностей. Следующее, так. И почему заказчики придут именно к нам? Во-первых, это широкий выбор специалистов, которые как раз-таки будут делать, вот, как мы написали, следующая работа под ключ, они взаимосвязанные. Проект будет начинаться с самого нуля и кончая до самого последнего. Специалисты всех уровней у нас будут находиться в одном месте. Дальше, гарантия, верните, пожалуйста, гарантия на работу. То есть уже у каждого будет лицензия, у каждого будет патент, и люди будут знать, кому обращаться, если что-то не устраивает. Будет какая-то ответственность. Доступность, то есть будет у нас уже, не надо будет ездить за тем же программным обеспечением или за тем же сайтом в Бишкек, будет у нас в Караколе это. И доступные цены, мы хотим сделать цены намного ниже, чем в Бишкеке, это где-то на 20% ниже. Так, следующее. Мы будем сотрудничать с IT-парком Бишкек, это уже организация работает давно. Наш партнер еще будет IT-компании не только в Бишкеке, но и за рубежом. Мы можем выходить на них через интернет. Для наших специалистов мы предусматриваем обучение, постоянно повышать их уровень. И для этого вот мы будем с БАСом. Мы подготовили такую широкую рекламную кампанию. У нас будет свой сайт. Будем рекламироваться через социальные сети. Сотрудничать опять же с парком города Бишкек и с ассоциацией программистов КР. Дальше можно? Стратегия у нас, две стратегии, это захват каналов поставщиков, то есть все заказы, то есть все специалисты, самые хорошие, будут у нас. И в то же время мы постараемся, чтобы все заказы тоже приходили именно в нашу компанию. Ну, об этом, да. Так, насчет инвестиций, да, нам понадобится, то есть 5 компьютеров, то есть по 25 тысяч сомов, так, мебель, ремонт частичный и всего 180 тысяч сомов. Так, и вот финансовая модель нашей компании, то есть вот доходы, да, и сайт и программное обеспечение, то есть за один заказ мы в среднем взяли это 12 тысяч сомов, то есть специалист делает 12 тысяч сомов за работу. Так, заказов в год, так, 240, то есть умножается на, ну, каждый, так, давайте с обучения, то есть обучение за одного человека, то есть у нас наша идея еще предусматривает обучение, то есть обучение программистов. Так, будут обучаться, и обучение будет стоить 2000 сомов. Так, членский взнос, то есть чтобы вступить, то есть у нас будет ООО, то есть это у нас будет членский взнос за год это 2000, и человек мы для начала планируем 20 человек взять, 20 специалистов. Так, и коэффициент мощности, то есть первый год 50% делаем работу, а остальные уже увеличиваем. Так, расходы, то есть выплата программистам, то есть за выполненную работу. Вот столько-то сомов, зарплата персоналом, то есть это те люди, которые будут работать. Так, за аренду помещения в год будем платить 60 тысяч сомов, коммунальные услуги, интернет, материалы. Так, амортизация будет составлять 60 тысяч сомов. Так, вот всего себестоимость указана. Так, и общие административные расходы, то есть зарплата директору, бухгалтеру, и будем платить за патент. Патент это 1000 сомов в месяц, и будут налоги с продаж. Так, и вот коммерческие расходы, реклама 5000, но у нас будет реклама только в соцсетях, то есть через интернет только предусмотрено. Это получается у вас 5 компьютеров, то есть 5 программистов будут работать. И 240 заказов, это получается один в месяц делать 4 сайта. Нет, у нас 20 человек, получается, один человек в месяц один заказ хотя бы должен сделать. То есть мы не 20, считаем... а почему 5 компьютеров? Это компьютер для обучения. В основном они будут приходить со своими. А со своим что ли будете работать? То есть вы в аренду не будете компьютер сдавать, да? Не, можем в аренду, но обычно они приходят сами. Со своим компьютером. А 240 заказов будет это ваша
полная мощность, либо вы можете еще больше сделать? Мы еще больше можем сделать. По мере поступления проекта. Поступят проекты, будем делать. Хорошо, а как вы за первый год собираетесь достичь столько заказов, если у вас нет рекламы? Рекламы есть, будем работать. 5 тысяч сом это не реклама. А как вы тогда будете рекламировать? Мы же рекламируем через социальные сети, интернет, потому что потенциально наши клиенты, они находятся именно в онлайн. Может, вам лучше работать напрямую, ходить по заказчикам, как бы намного эффективнее, чем тратить эти 5 тысяч? Есть, да, тоже думаю об этом, но будем так делать. То есть у нас тоже сами ходить, сами предлагать свои услуги. Следующая тема у нас брусчатки. Так, брусчатка национальным колоритом, национальным стилем называли. Ценности предложения. Брусчатка, изготовленная по технологии мрамора из бетона, новый стиль брусчатка, имитирующий национальный узор, отличается от обычных брусчаток и красотой и прочностью. Транспортировка и кладка идет как обычные брусчатки. Дальше. Потребительские сегменты. Стройматериал ориентирован для таких людей. Хозяинов особняков, хозяинов пансионатов, гостевых домов и так далее для богатых. То есть взаимодействие с клиентами, скидка на большие, если вот эта скидка на большие количества будет, и индивидуальные заказы можно сделать. Это оймо таш, оймо, кыргыз шырдактары, да? Дальше. Основные виды деятельности. Изготовление шаблона, потом форму из этого шаблона, потом производство брусчатка и реализация. Дальше. Ключевые ресурсы. Основной капитал. Вибростол, бетонная мешалка, электрический котел для выпуска пара, вакуумно-формовочный станок, оборотный капитал, ацеф, щебень, цемент и химические вещества, человеческие ресурсы, дизайнер и 4 рабочих. Для начала 2. Реклама. Интернет и специальные газеты, журналы, социальные веб-ресурсы, где будет продаваться. В строительных фирмах, строительных магазинах. Так, инвестиции. Запрос. 340 тысяч сомов всего. Вибростол, ванна. Вибростол можно сделать самодельно. И ванну, обычная ванна идет. Главный бетоносмеситель и вакуумно-формовочное оборудование. И АБС пластик листовые, 50 штук для начала. 60 тысяч сомов, всего 340 сомов. Первый год. На один год мы планируем 3000 метров квадратов брусчаток. Первый год из них вот 60% будет. Да, загрузка 900 тысяч сомов. Ну, конечный итог, чистая прибыль 50 760 сом. На рекламу идет 10 тысяч, а потом второй год идет на рекламу так, 50 тысяч, прибыль 169 тысяч 200 сомов. Третий год реклама идет у меня 100 тысяч, 200 тысяч сомов прибыли, 880 и так далее. Идет. Себестоимость 1 метр квадрат это 376 сомов будет. 376 сом себестоимость. Продажная цена birinci жылы 500 сом, экинчи жылы 530 сом, үчүнчү жылы 550 и дальше акыркы жылы 700 сомдон кете баштайт да. Рекламага 200 сомдон жумшайт, это агентстволар менен иштөөгө туура келет, я не специалист по рекламам, да. Булар оймо таш, да, бирок булар обычный эле брусчаткалар да. Менин идеям ушундан шырдак жасамай да. Ондан тизип, ушу жерге тизип, шырдак тизип коймой. Облицовочный плиталар менен да кыргыздын оймолорун эмелерге чаптап коймой, стеналарга. Могу бизде Бишкекте жана Дасмия деген бир эс алуу жай бар, баарыңар жакшы билесиңер. Ичине кирсеңер бүт кыргыздын стилинде жашалган зданиялар. А жерди полун карасаңыздар, серый брусчатка обычная. Муну кайсыдан чыгарып исам билаттым да? Муну Бишкектен пока баштап атабыз да. Матрицаны ким жасайт? Вот самый это матрица жана аска берип койсоңуз, матрица жана вакуумно-формовочный станокто отпайбы? Ошо менен форма жасалат да. Билем, матрицасы болуш керек да. Аны өзүбүз жасайт баары. Оймону. Оймону өзүбүз. Жасаш керек. Жок, резина эмес, бул пластик менен пластик. ABS пластик. Мына вот бул ABS пластик. Мына мондой форма, мына галынган болот.
Şundan atay станок bulup, образец алабыз, матрицасын. Ана şu koyup, stakanı ştampat olganda forma ştampat olganda, oyma düşürüp turdu. Разный болады. Разный болады. Жоқ, ал где-то 40 қолданғанда 50 жолы шығарған болады. Тасты сындырмай шығарады, ештеңе жарашылмайды. Азыр бұл формаларды ABS пластикпен шығарасыңдар. Ол ABS пластиктен мұны. Ақырғы технология азыр немен шығарып қой, силиконмен, силикон. Силикон это дорого обойдет. Ну да, бирок ABS пластик, он жабышып қалып, Bunu завышкада химика жарыместен салями кислота керек. Уж проблема бар да şimdi. Но азыр для химических добавкалар бар болуш керек, издеш керек. Силикон лучше отстегивается многоразово. Burada bir где-то 40-50 раз гарантия берет, да? Bir forumen 50 kuşak çıkardı bunu. Пластикпенен разный болып қалады. Жоқ, пластик мен опытым жақшыра бармыш пластикпен. Бұл 50-60 жыл шығарса болады, не пластикпен. Bir пластикпен 50-60 жыл шығарса болады. Пока следки істемей тұра болар, е? Бұл еме, тротуарный. И тротуарный, это сколько стоит? Это 500 тонн. Бұлардың бағасы рынок қарақорды. Мұндай плиталар, базарда керамический плиталар. 600 тоннан 900 тонға дейін, да? Абис тонн. Емнен десем мен 400. Химический добавка бар. И цемент көп. И химический добавка бар. Бұл искусственный каменьдер көп, бұл Европадан шыққан, бізге жаңадан келіп отыр. Бұнда құм менен цемент искусственный емелерден Химический добавкалар. И алабында добавкаларда емелер бар да. Тағы башқа добавкалар бар да, ал кәмескі тайнаға да айтуға тура келбейді. Ну да, но баштағанда, может быть, лучше конкуренция жоқ болғандықтан бағаны қымбатырақ қылып, анан кейін уже конкуренция пайдалансын намаз арзандайды да. Анан кейін ол жерде рекламаға өте көп ақша сатып 200 мың сом чы. Анткени көбүнчөсүлөр неме иштейсиңер баягы базардағы реализаторлар менен, и больше они будут уже продвигать вашу услугу дегендей. 200 мыңды кайсы реклама, телевизионный что хотели? Силерде қолданып жатқан жер бар деп просто образец. Бишкекте мындай қолданып жатат. Бар. Өзі өртіп Жаңадан бұл промды бір ай болды баштағаннан. Формада толық жоқ. Толық емес та. Мұны форманы бұл іштеке тізгенде чоңдарды сақтасын. Мұны жатпасын. Şu ben orada oyun olup koştasını. Ek tuttu oyun olup koştasını. Bizde umurun etsemet Atı bir şey mi? Senin yaş markası olsun. 500 marka olsa zaten.